Аԥснапы заминистр Владимир Делба иазгәеиҭеит амшхәаԥштәы аҟны аҳәынҭқарраҿ иаразы акырӡа ихадоу азҵаарақәа шықәгылоу ахыркәшарахь ишнеиуа ҩнызқьи ҩба, ҩнызқьи ҩажәихәба шықәсқәа рзтәи аинвестициатә программа аҳәаақәа ирҭагӡаны Урыстәыла Аԥсны ианаҭо афинанстә цхыраара, анаҩстәи ҩнызқьи ҩажәифба, ҩнызқьи ҩажәижәаба шықәсқәа рзтәи аҿиара программа ус адулара гәцарак рыла ишазнеитәу. Действующая программа показала себя и показывает себя достаточно эффективно. Мы видим положительные результаты, рост валового внутреннего продукта и, естественно, увеличение доходов бюджета, рост средней заработной платы по экономике. 9 программ рабочих, совместные планы и инвестиционные проекты, которые мы реализуем, уже дают результаты. И мы видим от этого экономическую возвратность, скажем так. Программа для нас весьма актуальна, позволит, наверное, решить самые главные и предназначена прежде всего для решения важных вопросов, системных задач, в том числе в развитии нашей страны. Хотелось бы сразу отметить, что карты, как и отраслевые программы, так и сама государственная программа должна быть жизнеспособна, как и действующая, работать предметно, достигать как можно быстрее и эффективно заданные цели. Невыполнимых задач, разумеется, мы перед собой ставить не будем и будем вместе добиваться результатов. Урыстәыла аекономикатә ҿиара аминистр ихаҭыԥуаҩ Дмитрий Вольвач иазгәеиҭеит альготтә кредит ала анаплакмаҷи абжьаратә наплакы ирхырхарҭала Аԥсны аекономика министрра арзаҳалқәа рыхәаԥшра ишалаго. Мне кажется, мы с коллегами из Министерства экономики Республики создали, во всяком случае, предложили бизнесу интересный, очень выгодный, льготный механизм поддержки, но который при этом содержит в себе такие внутренние экономические рычаги и инструменты, которые бы стимулировали людей не просто там, получать средства и проедать их, да, а получать средства, вкладывать их и сначала, начиная там, с малого среднего предпринимательства, может быть, даже постепенно доращиваться и вырастать в серьезные бизнесы при этой поддержке. Кто-то разовьет существующий бизнес, кто-то, может быть, решится и свои таланты, свою энергию впервые попробовать себя в качестве предпринимателя, но условия, при которых там из 2-миллионного проекта 1 800 000 можно получить грантом из бюджета республики плюс бюджетная поддержка Российской Федерации, я считаю, что это условия уникальные. Вот и наша с вами задача действительно отобрать, скажем так, все, кто желает, все, чьи проекты, да, проходят по критериям, чтобы они получили эту поддержку в этом году. В наших документах, проектах содержатся механизмы и поддержки, и гарантий, и защиты тех, кто инвестирует свои капиталы, неважно, будь это инвестор из Республики Абхазия, будь это российский инвестор, чтобы все верили и были уверены в то, что инвестиции смогут в достаточно быстрые сроки превращаться в действующие предприятия и уже начинать генерировать сначала выручку, потом прибыль. Мне кажется, в этом цель любого бизнеса. Вот. А экономика республики будет получать новые объекты, новые рабочие места, налоги, новые компетенции. В сфере туризма новые места размещения, в сфере логистики новые виды транспорта, маршруты, новое качество представления соответствующих услуг. Дмитрий Вольвач иазгәеиҭеит афымца амчатуризм агәабзиарахьчара уҳәа хырхарҭақәа рыла Урыстәылатәи афедерация аԥхьа агьацхыраара аҟаҵара згәаҭан ишамоу. Очень важно, что в наших этих дорожных картах большое внимание уделяется вопросам энергетики. Мне кажется, мы многое сделали за предыдущие годы, но реформа энергетики, наверное, одна из самых сложных. Поэтому мы там тоже делаем упор на установку приборов учета, на развитие экономически обоснованных условий и реализации электроэнергии, и собираемости платежей за электроэнергию. А главное, что это с одной стороны, а главное, с другой стороны, задача, чтобы уйти от веерных отключений, сделать так, чтобы и инфраструктура республики, и объемы энергогенерации, которые так или иначе поставляются сюда, были достаточны. Вот мы с президентом тоже затронули тему, которую раньше мы не касались, а я бы очень хотел, чтобы она у нас появилась хотя бы в проектах, пусть там будет это не 26-й, там 28-й, 30-й год. Может быть, не может быть, а точно, что надо подумать о развитии возобновляемых источников энергии, то есть как
дополнительный источник, который, безусловно, никогда не заменит базовую генерацию, но в качестве дополнительного источника, который может до 20-30% общего энергопотребления республики в будущем обеспечивать, мне кажется, это вполне реальная задача. Вот, и я думаю, нам надо подумать с вами вместе, как, может быть, сначала пилотным проектом каким-то, да, посмотреть, как это работает, как это сопрягается с классическими энергопоставками, вот, и постепенно вот эту культуру возобновляемой генерации в республике внедрять. Я думаю, для этого тоже есть и компании, которые готовы инвестировать. Мы говорили с президентом о том, что вот эта планка, которую мы поставили в 5 миллионов туристов в год, которую мы должны достичь там, через несколько лет, она амбициозная, но вполне достижимая, потому что и российские туристы, да, я думаю, туристы со всего мира открывают для себя Абхазию, любят Абхазию. Если у нас параллельно с этим мы будем создавать новые места размещения, новое качество сервиса, отдыха, а это касается и не только сопутствующих услуг, понятно, что это и безопасность, и медицинское обеспечение, и санаторно-курортное лечение, и я думаю, что мы эту задачу решим. Социальная сфера, то есть мы там, если давно говорим, но попытались в этих дорожных картах, скажем так, попытаться, да, модернизировать, причем серьезно модернизировать систему медицинского и медицинских образовательных услуг. Дмитрий Вольва чинацшния згуейтет раԥхьаӡаны ишықәгылоу ԥхынгәы ҩажәи аҟынӡа аҳәынҭқарратә программа проекта зырхиара. Амра Заранди Аԥҳа Ҳалықьса Агәхаа, Аԥсуа телехәаԥшра.